которая получилась мало событийной, скажем так, и это мягко говоря. Но главное, что в любом случае мы узнали победителя, и им стал представитель Российской Федерации Рудольф Еврумян. И вот в этой схватке мы узнаем соперника по следующей стадии нашего хорошего друга из России. Хорошее начало, активное начало от Ниязымрата. Уже 2 балла он набирает, хотя буквально 10-12 секунд провели соперники на ковре. И теперь уже нужно Вадиму переламывать ход этого поединка. Опять же, много так называемой позиционной борьбы. На первых порах, понятное дело, спортсмены действуют с некоторой долей осторожности, пытаются не выкладывать сразу же все козыри, оставляя их уже на вторую часть этого поединка. На третьем ковре мало шансов, к сожалению, у Павла Литвинова. Он уступает 0-6 спортсмену из Казахстана. Также белоруска на первом ковре сражается. Белорус, прошу прощения. Александр Кошка, и у него там результат чуть получше. Он ведет 2-0. Ну а что касается нашей схватки, пока ничего не меняется. К сожалению, вот те 2 балла, которые и предупреждение, да, набрал буквально в первые 10 секунд, они пока остаются единственными. Так, мы будем надеяться, что Вадим еще выйдет вперед. Себя покажет. Да. Потому что, ну, как-то маловато наших ребят, да, в этой весовой категории пробилась в следующую стадию. Да, но пока только Игорь Мираевский, да, вот я пытаюсь так быстро пробежаться по протоколу. Игорь единственный, кто будет представлен в следующей стадии. Пока единственная важная поправка. Все-таки мы надеемся, что у Вадима все получится. Да, у нас еще был в этой весовой категории Павел Гладких, но, к сожалению, он уже завершил свою спортивную карьеру. Он был очень хороший спортсмен и показывал высокие результаты именно в этой весовой категории. Так, у нас сейчас еще одно предупреждение и, соответственно, балл в сторону спортсмена из Туркменистана. Зарабатывает второе предупреждение Алексеенко Вадим. Не просто приходится Вадиму, ничего не скажешь. Да. Мало что получается в целом, но сражается. Сражается определенно. Опять же, понимает, да, что здесь люди собрались, и большинство все-таки переживают именно за своих. Конечно. Ну вот он все, кажется, немножечко подзациклился на броске проход в ноги, поэтому его уже и читает Бабеков. Надо что-то немножечко поменять. КПД не очень высокий у этих действий. Да. Так, ну, а на первом ковре у нас Александр Кокша все придумывает какие-то новые комбинации и зарабатывает еще 2 балла. А там уже уверенно ведет Александр со счетом 4-0. Да. Ну и там такой поединок, более яркий, что ли, да? Броски. Ну да, так. И так далее. Так бывает. Так, ну что ж, еще одно предупреждение. Все-таки сейчас уже в нашем виде спорта нельзя так явно уходить на колени, потому что видно, что Алексеенко, возможно, хочет сделать бросок, но тем временем он сильно уходит вниз. Это можно рассчитывать как уход от борьбы, поэтому я думаю, что рефери именно так это и рассмотрели. Поэтому ну что, не хватило? Дисквалификация, 3 предупреждения.
Не хватило каких-то приемов, да, Вадиму в арсенале. Как-то все достаточно однобоко. И, как итог, в следующую стадию проходит Бабеков, представитель Туркменистана. Ну, а мы переходим к следующей весовой категории. До 71 килограмма. Ангел Ангелов, Болгария, и Бейзенбаев Жандос, Казахстан. Смотрите. Здесь 3 сразу белоруса.